Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех наших телезрителей. Смотрите сегодня в нашей программе. Дефицит лекарств или идеальный шторм? Аплексан есть у вас? Нет. Причины и последствия. Не всегда подтверждение приходит быстро. Старая сказка на новый лад. Как будто коронавирус объявил нам санкции. Бюджет. Почему дотационным быть выгоднее? Если даже сейчас, например, в Госдуму выйти с проектом закона о том, чтобы стимулировать самодостаточность, вряд ли кто проголосует. Вечерний рассвет. Да, слышал, что заказик открылся. Какую территорию заняла неприятельская рать? Компания ООО «Брус» – это наше тяговое предприятие. Раньше, в другой нормальной жизни, я каждое утро просыпался с неким ощущением дня сурка. Я четко знал свой график и план на ближайшие 24 часа. Да и на всю неделю, даже на месяц. Но теперь все изменилось. Я не знаю, что мне преподнесет день сегодняшний, потому что ситуация, в которой мы сейчас существуем, совершенно непредсказуемая. Мы живем в зоне неизвестного. Мы не знаем, заболеем ли мы завтра и насколько сильно. Если заболеем, то сможем ли выжить. Если выживем, что будет с работой, с ценами, с рублем. Мы не знаем, когда закончится эта неопределенность. Удивительно, но все люди планеты разом оказались перед одной и той же проблемой. Как жить дальше? Сумеем приспособиться или человечеству придется строить новый ковчег для избранных? Но это, конечно, совсем апокалиптический сценарий. Но мы хотим больше знать, нам нужна определенность, хоть какая-то, если хотите, опора, надежда. Парадокс состоит в том, что при огромном вале информации, свалившейся на нас в этот год, информации как раз и не хватает. То есть не хватает какой-то действительно полезной информации. Огромное количество статей и выступлений на тему «Кто виноват?». Рассуждать об этом можно, не обладая вообще никаким багажом знаний. А вот на вопрос «Что делать?», ответов немного. Здесь что-то выдумать сложно, надо многое знать. Мы провели на этой неделе крошечный опрос в соцсетях, но получили, как мне кажется, вполне народные мнения. Мы спросили, какие вопросы вы бы задали специалисту, если бы у вас была такая возможность. И вот что интересует людей. Тесты, любые, ПЦР, КТ, антитела, как, где, надо ли, можно ли бесплатно, как интерпретировать, когда обращаться, как вообще жить наедине со своей болезнью без врача, как вести себя после контакта с больным, надо ли куда-то идти или наоборот не нужно ни в коем случае. Вопросов очень много, у нас просто нет столько времени в программе, чтобы задать их все. Но практически все, что я сейчас озвучил, мы направили Роспотребнадзор и Минздрав. И вот ответы. Глеб Геннадьевна, я вам сейчас просто зачитаю вопросы, которые к нам поступали от телезрителей. Вот как написано. Если вы болеете с температурой, то сдать анализы практически нереально. Платные клиники не принимают с температурой, а сидеть в поликлинике по 6 часов в очереди, ну, не знаю, правильно это или неправильно. Люди, естественно, мы понимаем, пытаются сдать как можно быстрее мазок, ПЦР-тест, чтобы понять, что с ними. Надо им это делать или не нужно. Где это делать и почему так сложно это сделать? Интересные вопросы. Ну, давайте разберемся. Начнем с того, что человек с температурой, просто с температурой, хочет сдать тест. Начнем с того, что этого делать по желанию, конечно же, нецелесообразно. Почему? Потому что температура бывает не только при коронавирусной инфекции, но еще и при других инфекциях. Поэтому, если в этот момент вы сдадите на коронавирус, это еще не означает, что у вас, например, не грипп, или не корь, или даже не краснуха, да, скажем. Поэтому на сегодня все-таки лицам, у которых температура, надо пообщаться с врачом, и врач уже на основании клинических симптомов назначит тот или иной анализ. Но вас здесь сразу перебьют и скажут, невозможно сейчас пообщаться ни с каким врачом. Это очень сложно. Почему невозможно? Перегружены. Участковые врачи, они работают по вызовам, работают бригады все-таки. Поэтому вызов все равно оставляется, он обслуживается. Если температура не критичная, 37, 37,2, просто можно понаблюдать по состоянию. Если нет никаких симптомов других, то понятно, конечно же, врачи сразу не придут, потому что есть более тяжелые пациенты. Поэтому в этой части все-таки, может быть, как-то минимизировать нагрузку на наших медиков и все-таки понаблюдать пока за состоянием здоровья какое-то время. Давайте представим, что врач назначил тест ПЦР человеку,
ему нужно сдать этот тест. И здесь люди сталкиваются опять со сложностями, потому что, ну, как нам пишут, о чем все говорят, сложно сдать тест ПЦР даже платно, ну, в Казани, в данном случае я имею в виду. И всех интересует вопрос, будет ли когда-либо такое, что тест ПЦР будет бесплатным. Смотрите, если тест назначает врач, он бесплатный. Он уже идет в программе ОМС, то есть за него платить не надо. И он берется либо медицинскими работниками бригады, которые выходят на дом, если это больной, но не может дойти до поликлиники, возраст, тяжесть течения. Либо же человек приходит в заборный пункт, это может быть тоже поликлиника, и мазок отбирается там. Насколько правильно то, что человек вынужден идти в поликлинику для того, чтобы сдать тест, мы знаем, сколько ему придется просидеть там часов, практически бок о бок с другими, такими же, возможно, больными. Согласна. Мы на сегодня говорим, что у нас посещение поликлиник, конечно, должно быть минимальным. И основное обслуживание вызовов должно быть все-таки на дому. И забор материала на дому, это да. Но это по части организации, конечно, вопрос больше Министерства здравоохранения. Вот. И количество контактов в поликлинике, безусловно, должно быть минимальным. Либо же, если это сделать не совсем возможно, тогда разграничение потоков во времени. Существует ли такая ситуация, при которой пациенту необходимо сдавать ПЦР-тест? Ведь мы знаем, что многие используют ПЦР-тест для подтверждения того, что я не заразен, я переболел, это происходит через неделю, 2 недели после заболевания. Информативен ли в данном случае этот тест? Вот смотрите, если диагноз подтвержден первично, да, изначально, то есть первая ПЦР у нас была положительна, мы этого заболевшего ведем как больного уже человека, и у него должно быть 2 отрицательных результата с интервалом 24 часа. После этого он допускается на работу, в коллектив и прочее. Это человек, который заболевший. Вот. Если просто мы для себя сдали, и у нас сегодня отрицательный, да, он ни о чем не говорит тоже, этот тест. То есть вот этот результат, он действует на момент сдачи. То есть это не говорит о том, что через 2 дня вы не встретились с вирусом, и у вас через 5 дней опять пойдет процесс. Тест ПЦР может быть ложно отрицательным? И может ли он быть ложно положительным? Ложно отрицательным, либо ложно положительным, в одном, наверное, случае он может быть, если нарушена техника забора. То есть мазок берется из носоглотки, из ротоглотки. И если какие-то есть здесь погрешности в отборе, что маловероятно, потому что на сегодня у нас все пробоотборщики обучены и сдали экзамен, и имеют соответствующие документы о том, что они могут это забирать. Вот, только в этой части. Но он может быть еще отрицательным в каких случаях? Но это уже не ложно отрицательный, а просто он отрицательный. Говорят, что вот у меня прям симптомы, да, а тест отрицательный. Я в это не верю, как такое может быть. Может, потому что вирус уже ушел из носоглотки, он спустился ниже. И второй вариант – малая вирусная нагрузка вируса. То есть он уже, так скажем, изжил себя, потерял свою вирулентность, потерял свою патогенность, и он просто не обнаруживается. Значит, надо это все-таки закрепить и повторить людям, что вирус, находящийся вне носоглотки, а спустившийся уже в альвеолы, в дыхательные пути, ПЦР-тест на такой вирус может быть отрицательным. Может быть отрицательным. Несмотря на то, что вы уже прошли некую стадию, и вам стало даже хуже. Да. Люди тоже спрашивают, у меня был вчера, сегодня, позавчера, я вот выяснил, или может быть дней 5 назад, как я узнал сегодня, у меня был контакт с больным. Что мне делать? Надо ли мне делать ПЦР? Опять вызывать врачей надо? Контакт с больным. Если это домашний очаг, вы будете под наблюдением. Если в семье заболевший, значит, мы выдаем в этой части постановление на изоляцию. Вы обязаны быть дома 14 дней на изоляции, не посещать организованный коллектив никакой. И на 8-10 день сдается мазок из носоглотки. Поскольку если симптомов нет, можете дойти до поликлиники. Если же в этот период 14 дней симптомы появляются ранее 8-го дня, то мазок назначается немедленно, и врач вам его делает. Для этого медицинские работники за каждым очагом наблюдают в течение 14 дней. Это может быть либо СМС-сообщение, то есть вы отправляете СМС-сообщение своему врачу, либо это может быть телефонно как-то, да, что у меня вот появились симптомы, пожалуйста, придите, вызов врача на дом. И для того, чтобы мне в итоге
понять, что я не заразен, мне тоже не обязательно делать ПЦР-тест, мне достаточно отсчитать какое-то количество 14 дней, да, 14 дней, инкубационный период 14 дней. То есть, если у вас контакт с больным произошел... Если я не тяжело болею, конечно же, только в этом случае. Я могу считать себя незаразным по истечении этих 2 недель. Да, если нет никаких симптомов, да. Нет никаких симптомов, 2 недели прошло, я имею полное право считать себя незаразным, я чист перед государством, могу ходить по улице. Но контрольный вы все, если вы контактный, вы на 8-10 день в любом случае сдаете. Вы контактный, это в санитарных правилах прописано. То есть врачей вызывать надо в любом случае? Ну, конечно, если есть симптомы, и если вы считаете, что вы общались с другом, а который сейчас лежит с небольничной пневмонией, допустим, да, то есть вы говорите, что да, вот у меня был контакт, он лежит с небольничной пневмонией, у меня сейчас температура 38, у меня одышка, у меня сатурация ниже, там, 90 скольки-то градусов, тогда, конечно, врач, конечно. Владимир Алексеевич, когда нужно делать тесты на антитела? И нужно ли их делать вообще? Вот сейчас вопрос, который тоже всех интересует. И все хотят делать, но никто не понимает, надо ли, и где, и зачем. К примеру, в каких ситуациях это необходимо? В тех случаях, когда имеет место какие-либо проявления заболевания, которые потенциально могут быть связаны с коронавирусной инфекцией. То есть человек ранее перенес это заболевание, сейчас у него есть какие-то болезненные проявления, которые врач, либо он сам пытается связать с этим заболеванием. Обнаружение вот этих самых антител, будет определенным доводом, скажем, хотя не абсолютным, в пользу этого предположения. Второй момент – проведение вакцинации. В тех случаях, когда человек серопозитивный, у него уже есть антитела, он вакцинироваться не должен и не нужно ему это делать. То есть в качестве еще одного дополнительного теста к ПЦРу, к КТ, тест на антитела делать не если стоит. ПЦР мы определяем на самых ранних сроках, это подтверждение самой болезни, то антитела – это подтверждение перенесенной болезни. Да, но вы понимаете, люди пытаются сейчас сделать все возможные тесты, какие только можно. И ПЦР, и КТ, и антитела даже на ранних стадиях. Не знаю, на ранних стадиях смотреть количество этих самых антител занятие бесполезное. Даже те же самые иммуноглобулины М появятся через 3-4 недели после перенесенного заболевания. То есть вы уже переболели, так сказать, и оперативность информации, конечно, будет связана с ПЦР, с полимеразной цепной реакцией, нежели с этими антителами. Значит, тест на антитела стоит делать не ранее 3-4 недель, после того, как вы были заражены. Были заражены и перенесли заболевание. И люди очень... Я понимаю, что это дело специалистов интерпретировать эти результаты, но люди все-таки они получают на руки вот эти результаты, и люди как-то пытаются понять. Есть разные пропорции. Есть ситуация, когда нет М, есть G, но опять же в разных пропорциях. У меня у знакомого G, например, равняется 2. Что это значит? Он заразен или нет? Еще раз, так сказать, возвращаясь к этому моменту, нет смысла определять продолжительность заразного периода по наличию этих антител. Это всего лишь свидетельство того, что он перенес заболевание. Обычно появление антител уже говорит о том, что он не заразен. Если мы обнаруживаем только иммуноглобулины М, это говорит о том, что болезнь перенес он сравнительно недавно. Если обнаружились иммуноглобулины класса G, это свидетельство уже более отдаленного, отсроченного по исследованию заболевания, то есть 1,5-2 месяца, скажем так. А если у меня иммуноглобулина М значительно превышает G? Это говорит просто-напросто о том, что вы перенесли это заболевание 3-4 недели тому назад, хотя заразны вы были только первые 10 дней. Все проявления заболевания развиваются на фоне серонегативности, то есть отсутствия антител. Вот как. То есть в какой бы пропорции не было М, как мы привыкли думать, М может показывать нам активную стадию заболевания и нашу заразность. Это при других заболеваниях. Есть целый ряд заболеваний, которые свою клинику развивают или развертывают на фоне серопозитивности, то есть уже наличие каких-то антител. Люди задают такой вопрос, что например, у меня ПЦР-тест отрицательный, а тест на антитела положительный, имея в виду, что показатель М достаточно высок и превышает показатель G. Это говорит о том, что он перенес это заболевание, Даже если показатель М превышает показатель G. То есть это просто свидетельствует о сроках перенесенного заболевания.
Высокий М – это недавно, низкий М или отсутствует М – это уже давно, G, значит, высокий и так далее. отрицательный ПЦР и, как мы считали до недавнего времени, положительный тест на антитела, показывающий нам большое количество М, это два отрицательных теста. Ну да, это говорит о том, что человек перенес болезнь. Да. В таком случае, когда можно говорить, что вообще человек не болел? Когда все на нуле? Все на нуле. Бывает такое, да? Да. И ПЦР отрицательный, и антител нет. При каком значении G я могу быть уверен, что я достаточно теперь защищен от нового заболевания хотя бы на какой-то непродолжительный срок? Вы знаете, тут наличие большого числа этих самых иммуноглобулинов говорит о надежности. Хотя сравнительно невысокие показатели, но они могут находиться на этапе, скажем, набора или накопления этих самых антител. Возможно, через 2 недели, если вы проведете исследование, титр будет выше, количество их будет больше и так далее. Вот, то есть вот, в данном случае это очень условно. Это условный показатель. В условиях пандемии Россия может оказаться фактически без жизненно необходимых лекарств. Уже сейчас в некоторых регионах не хватает медикаментов для лечения гриппа, COVID-19, ОРВИ и пневмоний. Бьют тревогу в Пермском и Алтайском краях, Крыму, Челябинской, Иркутской, Омской, Новосибирской областях, Кузбассе. Везде с лекарствами плохо, только у Голиковой все хорошо. Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства потребовал представить ему отчеты из регионов о запасах лекарств. Что случилось? Происки коварного Запада, заговор фармацевтов, пожар, тайфун, землетрясение? Да не боже мой. Все дело в сбоях в системе маркировки. Это новшество было введено в стране с 1 июля, а мы и не заметили. Не до того было. Согласно новым правилам, все лекарственные средства, поступающие в аптеки по стране, должны быть промаркированными средствами идентификации, а все участники оборота, производители, поставщики, продавцы, должны отчитываться на каждом этапе в систему мониторинга движения лекарственных препаратов МДЛП. Запомните эту зловещую аббревиатуру МДЛП. Представляете, каждый флакон, каждую упаковку или блистер с 10 таблетками валидола теперь нужно промаркировать и подать данные в систему с отчетом движения лекарства от завода, склада, границы до конечного потребителя. Цель, конечно, благая – борьба с подделками лекарств и черным рынком медицинских изделий. Но результат, как всегда, напоминает дорогу в ад. Помните, система Платон затронула водителей большегрузов. ЕГАИС коснулась уже множества людей, продающих и потребляющих алкоголь. МДЛП касается нас всех. Немаркированные лекарственные средства запрещено к продаже. И что в итоге? Все как всегда. Система, как и полагается, слегла. Она бы и так работала с проблемами, как и любой новый продукт. Но пандемийный ажиотаж добил ее окончательно. 2/3 иностранных компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей, на днях сообщили о проблемах с поставками 40 миллионов упаковок лекарств в Россию, пишет РБК. Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявляет, система маркировки запущена, как мы видим, без предварительного тестирования в боевом режиме. Сегодня она нагружена лишь на 10%, но дает такие сбои. Причем проблемы нарастают, как снежный ком. Если мы все оставим так, как есть, то придем к полному коллапсу. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил правительству России приостановить маркировку жизненно важных лекарств в период пандемии. Кстати, сам он тоже слег с ковидом. В общем, что мы имеем? Имеем типичную для нашей страны ситуацию. Дефицит лекарств в аптеках, при этом склады ломятся от продукции. Система маркировки бывает недоступна по 4-5 часов. Во время сбоя 30 сентября она и вовсе зависла на 2 суток. При этом сотни тысяч упаковок стоят нерастаможенные или не могут покинуть склады производителей. Переведите это в человеческие жизни. Диляра Юсупова продолжит.
Тема дефицита лекарственных препаратов оказалась настолько болезненной, что подготовка этого материала напомнила своеобразный квест. Казалось бы, мы только нашли подход, пробирались сквозь глухие стены, но снова приходили в никуда. Молчали чиновники, молчали поставщики и даже те, на кого пришелся основной удар – сами аптечные сети. Многословен остался только сам вопрос – куда все-таки исчезли лекарства из аптеки и кто в этом виноват? Давайте разбираться. В последнее время из-за повышения простудных заболеваний, ОРВИ, той же пандемии, большим спросом пользуются препараты противовирусные, симптоматику, которая понижает температуру, озноб, заложенность носа, капли в нос. Противовирусные, антибиотики, витамины – это то, зачем сегодня бегут в аптеке. То, без чего в нынешних реалиях обойтись нельзя. То, что ищут, и то, что не всегда находят. Так выглядит ситуация последнего месяца. Человек приходит в аптеку за лекарством, которого нет. Соглашается на аналог, и снова неудача. Идет в другую – тот же сценарий. Назначили препараты, и мы с мужем с трудом их нашли. Мы не сразу их нашли, даже сутки, недели их не было. И обращались и к знакомым, и по-всякому. Я пыталась найти все, только аналоги. А теперь актриса Зульфия Валеева, пациент госпиталя. Поражение легких 25%. Айсулу Галиева тоже лечилась дома и столкнулась с той же проблемой. Если лекарства и были, то не по карману. Мы купили таблетки Ксарелта, которые стоят 3500 рублей. Это вдобавок ко всем лекарствам, которые мы пропили. Он дорогой. Конечно, пенсионеры, работники бюджетной сферы, например, да, не могут себе это позволить. Коллапс. Будем называть вещи своими именами. Только страдает от него не рынок, а обычные люди. Некоторых препаратов у поставщиков нет. Нету аквадетрима, нету орбидола, нету антибиотиков, которые назначают сейчас врачи. Это левофлоксацин и азитромицин. Его поставщиков нет, заказать мы их тоже не можем. И периодически пропадают и витамин D, и аквадетримы тоже. То появляется, то нет, то комплевит аквадетри тоже появляется и пропадает. И препараты от тромбозов тоже так же. По поводу маркированного товара, когда мы его принимаем, отправляем данные в честный знак, не всегда подтверждение приходит быстро. То, о чем сейчас говорит заведующая аптекой, это то, что, во-первых, одна из причин – маркировка препаратов. Стартовала она еще в 2017-м, а с июля этого года распространяется на все медикаменты. Казалось бы, избежать фальсификата – дело хорошее. Покупатель теперь будет точно знать, что покупает – настоящее средство, а не подделку. Будет знать, если препарат вообще попадет на прилавок. Завис начинается в середине цепочки. Такие препараты, которые выпускались, как это называется, в контурно-безячейковой упаковке, для них до сих пор существует проблема нанесения. Пытаемся найти выход для того, чтобы нанести примерно такой код с необходимой информацией. Как это работает? Есть специальные метки, и на каждом этапе прохождения каждой пачки лекарства эти метки нужно сканировать и отправлять данные на специальные серверы, а после этого дожидаться ответа разрешения. Это долго. Серверы просто не работают, а оформление крупной партии лекарств занимает дни и дни. То есть препараты есть, но продать их, получается, нельзя. Нет возможности, например, ошибку обратно-назад откатить или что-то исправить. В итоге, так как закон обязывает нас с 1 июля, приходится, например, что-то там возвращать полностью. Следующее звено, дистрибьютор, сейчас в большей степени столкнулся с этим, потому что прилив той информации, которую должна обработать система МДЛП, честный знак, он, я так понял, не соответствует порой их техническим возможностям, тем, которые они до этого заложили. И в итоге так получается, что очень часто, например, сам продукт есть, мы его производим, сырье есть, все хорошо, мы все упаковали, а, например, система не как-то в какой-то мере или не получила информацию, или получила ее с ошибкой. Возможно, были какие-то просчеты при выделении каких-то технических мощностей под это, либо там человеческих ресурсов в виде технической поддержки. И все это случилось во время пандемии. Программа оказалась не готова к такому наплыву. Система не успевает оформлять заявки. Машина устала и выдает глюк. Однако перезагрузка техническая станет возможна только при человеческой перезагрузке. Я думаю, что к этому вопросу маркировки нужно будет возвращаться после окончания уже всей этой ситуации с пандемией. И в дальнейшем, конечно же, ее необходимо вводить, но вводить
так скажем, более мягко. Действительно, это некая совокупность вот всех этих обстоятельств. Конечно, мы находимся в состоянии жесточайшего кризиса. Ну да, если искать виновных, то на самом деле лучше отвечать на вопрос, что делать, а никто виноват. Хотя, если мы определим, в чем причина, то мы сможем не допускать ошибок и в будущем. Искать их, этих самых виноватых, наверное, не совсем корректно. А вот что делать – вопрос. Контролирующие ведомства держать ответ отказались. Министерство промышленности, которое, впрочем, и отвечает за маркировку, отвечать по факту оказались не готовы. Отмолчался и Росздравнадзор, когда все знают, все понимают, но почему-то не признают. Проблема, впрочем, не регионального, а российского масштаба. Буквально неделю назад Минпромторг России систему ослабил. Теперь она работает в уведомительном режиме. Это значит, что особо важные препараты будут поступать в аптеку без маркировки. Мы решили сами проверить, что сегодня продают, а что купить невозможно. У вас Кликсан есть? Нет. Витамины есть какие-нибудь? Витамин С, витамин D? Витамин С давайте. Витамин С есть. Давайте. А у вас Кликсан есть? Кликсан. А бывает вообще? Привозят? Еще пока закончилось. Когда привезут, я не могу сказать. Все группы витаминов, в них нет нехватки. Арбидол попадается через раз. Дексаметазон и Кликсан. Вот чего вы не найдете ни в одной аптеке. А Кликсан есть у вас? Нет, еще не появился. А так аналоги по городу есть. Есть на Чистопольской, дом 11, или на Достоевского, дом 66. На Достоевского 2 упаковки, а на Чистопольской 1. Кликсан – препарат, разжижающий кровь. Он показан людям с диагнозом пневмония. И не только им. В ловушке беременные женщины. Далеко ходить не надо. Интернет-форумы завалены мольбами и вопросами, где купить или заказать. Это не только Кликсан, на самом деле аналогов много. Эта группа называется низкомолекулярные гепарины. А низкомолекулярные гепарины сейчас являются патогенетическим методом лечения, то есть одним из базовых способов лечения вирусных пневмоний. Я, по крайней мере, стараюсь назначать так, чтобы у пациента был выбор, что можно взять в аптеке, если нет конкретно вот этого препарата. Но опять-таки по дозировкам достаточно сложно, и сам человек, обычный человек, он никогда не сориентируется. Это должен сделать врач. И эти люди тоже создают искусственный ажиотаж. Те, что без разбора скупают таблетки, без показаний и рецептов. Люди читают чужие истории болезни, людям страшно. Немного успокоил общественность к концу недели Владимир Путин, который объявил, что все пациенты с диагнозом ковид, которые лечатся дома, теперь будут получать лекарства бесплатно. На это направят 5 миллиардов рублей. Деньги есть, на складе есть и лекарства, но есть ли возможность решить сбои технические и человеческие. Люди, кстати, взялись за дело сами. В Башкирии врач, переболевший коронавирусом, теперь раздает оставшиеся медикаменты и предлагает другим поступить так же. Возможно, именно эта поддержка даст то, чего сегодня так не хватает – сил. Сил продолжать идти до конца и не оглядываться. Диляра Исупова, Андрей Мохов, Андрей Ключников и Андрей Кузьмин. 7 дней. Увы, и про эту, и про другие схожие проблемы нельзя сказать. Это вопрос единичный, сейчас разберемся, найдем виноватых, все исправим. Надо признать, это результат бесконечной централизации всего и вся. Попытка создания практически во всех сферах системы, которая управляется из одного центра, который практически не учитывает особенности российских регионов, уровень их развития. У нас в стране 85 субъектов, из которых всего 8-10 реально экономически самодостаточны, регионы-доноры. А остальные живут на дотации и субвенции и привыкли жить на подаяние. И дело даже не в злом умысле или некомпетентности отдельных чиновников. Как выразился на прошедшей на этой неделе сессии Госсовета Татарстана мудрый депутат Марат Галеев, в России выгодно сейчас быть дотационным. А в системе, где сотни миллиардов средств регулярно гоняются из центра в регион, из региона в центр, неизбежно появляется и поле для коррупции, и возможности для разного рода злоупотреблений, нецелевого расходования и так далее. Поэтому и бюджеты по всей стране сейчас принимаются в обстановке нервного напряжения. Ведь латать дыры в финансовом документе приходится всем, и относительно богатым, и бедным регионам. Экономическая политика федерального центра всегда была важным фактором.
Но в этом году для таких регионов-доноров, как Татарстан, она приобретает еще и очень болезненное значение. Как мы уже говорили, год аномальный, пандемия, падение цен на нефть, и федеральный центр начинает любыми способами пытаться восполнить выпадающие доходы. Как? За счет регионов, конечно, в том числе и Татарстана. Причем ситуация, видимо, настолько критическая, что российский Минфин действует жестко, когда, что называется, по ходу пьесы меняет правила налогообложения для сверхвязкой нефти, ставя под удар не только инвестиции Татнефти, но и наши возможности пополнять казну. И это приходится учитывать. Второй фактор – это неопределенность. Мы могли бы сейчас дать подробный расклад, сколько и на какие цели планирует Татарстан потратить средства в 2021, 2022, 2023 году. Но имеет ли это такой уж большой смысл? Скажу честно, никакого. Республиканский бюджет сегодня – это скорее сказка, причем старая, которую перелицевали на новый лад. Это мечты, которые очень плохо коррелируются с реальностью. И прежде всего потому, что федеральный центр каждый год меняет правила игры, меняет ставки, меняет формулы расчетов. В этих условиях заниматься долгосрочным экономическим планированием в регионах просто не только бессмысленно, но и затратно. Образно говоря, ты собираешься играть в шахматы, тренируешься, покупаешь новую доску, разрабатываешь стратегии и комбинации, пытаешься продумать игру на 10 ходов вперед. А федеральный центр говорит: а я в этом году буду с тобой играть в Чапаевцы, причем в одну сторону. Поэтому очень удобно в современных условиях быть дотационным регионом. Все, что требуется от руководителя такого региона, уметь громко плакать на пороге высоких московских кабинетов. Зачем мучиться, реализовывать долгосрочные, рисковые экономические программы, привлекать инвесторов и инвестиции? Но в Татарстане не могут работать по-другому, даже несмотря на то, что фактор неопределенности становится главным. Тимур Бекмурзин изучил параметры республиканского бюджета. Переходим к рассмотрению вопроса по проекту закона о бюджете. То ли основной пар депутаты уже выпустили на комитетах, то ли мысленно смирились с неизбежным, но обсуждать бюджет Татарстана на сессии также истово силу большинства уже не хватило. Все прошло относительно спокойно. Традиционное эмоциональное выступление Хафиза Миргалимова. Как будто коронавирус объявил нам санкции, независимо от возраста, от должности, от богатства. Стандартные опасения в связи с большим государственным долгом республики, который развеял министр финансов Радик Гайзатуллин, хотя долг и внушительный, но погашение его основной части переносится на 2 года вперед. Москва пошла на уступки. Так что переходный период у нас есть. Этот бюджет будет хотя и крайне напряженным, но по традиции социально направленным. Мы сегодня видим, что у нас увеличиваются меры выплаты на меры социальной поддержки, все, что связано с выплатой, с финансированием льгот. И увеличиваются? Да, увеличиваются, потому что, как я уже сказала, в 2020 году были введены дополнительные льготы, и они вот учтены при формировании бюджета на 2021 год. В цифрах все выглядит так. По расходам бюджет Татарстана на 2021 год запланирован в сумме 271,5 миллиардов рублей, по доходам 268,5 миллиарда рублей. То есть с дефицитом 3 миллиарда рублей, что совсем не критично для такого мощного региона, как Татарстан. Бюджет, как известно, состоит из 2 частей, не всегда равных по величине доходов и расходов. Оттого и возникает либо профицит, либо дефицит бюджета. Но на самом деле факторов, влияющих на ту или другую часть бюджета, предостаточно. Я предлагаю рассмотреть 2 чаши весов. На одну в качестве минуса падают пандемия, снижение деловой активности и спроса, высокая волатильность на рынке нефти. На другую чашу весов в качестве плюса достаточно эффективные социальные программы. Созданная за предыдущие годы финансовая подушка безопасности, крупные инфраструктурные проекты как стимул для роста, но и малый бизнес. Малый бизнес как резерв для роста. Идея красивая, но на практике нереализуемая. Тем более сейчас, когда деловая активность на спаде, пандемия не ушла, а люди экономят на всем. Это понимают и депутаты, поэтому предложение от Олега Коробченко, лидера партии «Роста» в Татарстане, дополнительно поддержать предпринимателей. Не выборочно с помощью грантов и субсидий, а всех. То есть это должны быть налоговые преференции. Момент, как считает Коробченко, подходящий. Как известно, с 2021 года по всей стране будет отменен единый налог на вмененный доход. ЕНВД заменит, как считает в правительстве, более рыночной, упрощенной системой налогообложения.
Только по Татарстану под эту категорию подпадает более 50 тысяч предпринимателей-плательщиков. Это в основном тот самый малый бизнес в розничной торговле, сфере услуг, общепития. В результате налоговая нагрузка станет выше в разы. Поэтому предложение вроде как очевидное от депутата и бизнесмена. Парикмахерские, кафе, просто ларьки, там, кто занимается продажей, они сейчас будут платить в 3-5 раз больше налогов. Тут нужно небольшое пояснение. ЕНВД – это, конечно, не совсем рыночный налог. Его платят независимо от результата экономической деятельности. Получили вы прибыль или убыток. Нужно заплатить некую фиксированную сумму, исходя из площади, коэффициентов и так далее. С упрощенкой все вроде как действительно проще. 6% от всего дохода, либо 15% по схеме доходы минус расходы. Но любой регион может снижать эти ставки, причем для каждой отрасли отдельно, что создает большой простор для различных преференций. К примеру, в Татарстане 1% УСН по схеме доходы платят компании-резиденты особой зоны Иннополис. 10% ставка УСН для предпринимателей в режиме доходы минус расходы. В России есть ряд регионов, в частности Тюменская область, наши соседи в Башкортостане, Удмуртии, которые пошли на снижение УСН в тяжелый период пандемии. Вот Олег Коробченко и предлагает пойти по этому же пути. Тем, кто переходит от ЕНВД на упрощенку, повышать нагрузку не сразу, а поэтапно. В первый год 1% вместо 6%, второй 3% и так далее. Коллега-депутат Эдуард Шарафеев предложил не ограничиваться только этими мерами, а еще и дополнительно поддержать самозанятых. Когда вводилась система малозанятых, первый год он был льготный, безналоговый. Сейчас мы должны это повторить для того, чтобы, вот еще раз говорю, безработицу снизить. По нашим ощущениям, и мы каждый раз спрашиваем предпринимателей, а что вы будете делать? Ну, процентов 20, где-то в районах и 30 даже процентов говорят, закроемся. По словам Артура Николаева, все эти предложения уже давно ушли в правительство, о них знает и в Минэкономике. На сессии Госсовета Татарстана заместитель министра Олег Пелевин дал понять, они в курсе ситуации, однако сейчас снижать налоги для бизнеса считают нецелесообразным. Что касается снижения ставки, здесь снижение ставки не планируется для бывших плательщиков ЕНВД. Что касается вашего вопроса в части освобождения в целом малого и среднего предпринимательства от налогов, отмечу, что по итогам 2015 года в общем консолидированном бюджете это где-то порядка 15%. В рядах самих предпринимателей, как мы это увидели, легкое замешательство. Большинство из них и так балансирует на грани нулевой рентабельности, как хозяйка этого небольшого кафе в центре Казани Лилия Шайдулина. Переход от ЕНВД на УСН просто убьет окончательно. Эта сумма будет выше в 6 раз, чтобы вы понимали. В 6 раз мы будем платить налога больше. Кроме ЕНВД у нас же еще нагрузка есть. Там, я не знаю, пару-тройку лет 5 назад появился ЕГАИС. Это система, учитывающая алкоголь. Она усложнила нашу работу. Потом появился Меркурий. Это еще одно усложнение работы. Это дополнительный функционал для наших сотрудников. Это дополнительное обслуживание оборудования, дополнительная покупка оборудования. И сейчас вот ЕНВД вот прям нас просто подбить, честное слово. Дайте решение, давайте будем разговаривать, сядем, будем организовывать какие-то конференции, я не знаю, не для того, чтобы поболтать и ушли, а реально вот подходить к тем предпринимателям, которые уже концы с концами сводят. Невозможно работать. Уйти с ЕНВД не на упрощенку, а на другие режимы по налогообложению, на тот же патент также не вариант. Адель Ягудин ведет параллельно сразу несколько направлений бизнеса. У него сеть кофеин, салоны по индивидуальному пошиву одежды, ритейл. И везде, где мы не считали, это везде увеличение налоговой базы. То есть нигде нет такого, что вам стало легче. Почему нельзя на переходный период сделать какие-то послабления определенным секторам? Причем на базе республик, как я понимаю, с точки зрения законодательства, это реально. Надежда на лучшую долю у предпринимателей не исчезла, но она тает на глазах. Этот год, как и следующий, вряд ли станут периодом развития, тем более роста. Задача куда скромнее – выжить, сохранить сам бизнес, рабочие места. Правительству еще сложнее. Социальные обязательства огромные, а вот возможности бизнеса как малого, так и крупного, можно сказать, схлопываются. Что делать? Один из способов, как мы уже говорили, затеять именно сейчас крупные инфраструктурные проекты. Новую дорогу М12, мегастройку Большого Зеленодольска и так далее. Татарстан в принципе идет по этому пути. Однако в масштабах страны ситуация еще более тревожная, потому как все идет к тому, что число регионов
регионов-доноров стремительно сокращается. На сессии на эту опасную тенденцию еще раз обратил внимание депутат Марат Галеев. Удивительно, но факт. В лихие 90-е из 89 субъектов федерации было 18 регионов-доноров. Сегодня из 85 не больше десятка. Если даже сейчас, например, в Госдуму выйти с проектом закона о том, чтобы стимулировать самодостаточность, вряд ли кто проголосует, потому что их всего 8 или 10 доноров, остальные все на дотациях сидят. Но, как говорится, в этих условиях саморазвития не может быть. Собственно, это уже практика жизни. Получается, что настоящий кризис был не в 90-е, а сейчас, когда, перефразирую известную цитату из известного фильма, регионы не просто ничего не хотят, им все больше не хочется хотеть чего-то хотеть. А это уже не кризис, это совсем неприятно. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Вечерний рассвет. Да, слышал, что заказик открылся. Какую территорию заняла неприятельская рать. Компания ООО «Брус» – это наше тяговое предприятие. Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Гилян-Иран Арсаланом Заре в режиме видеоконференц-связи. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в торговой и агропромышленной сферах. В ходе встречи было отмечено, что Татарстан и провинция Гилян могут взаимодействовать по таким направлениям, как развитие сельского хозяйства и экспорт из провинции Гилян сельхозпродукции, импорт продукции халяль из Татарстана. 28 октября мусульманский мир отметил праздник Маулид. Это день рождения пророка Мухаммеда. В этот день наши сердца наполнены светом веры, теплоты и праведности, написал в своем инстаграм Рустам Минниханов и поздравил верующих с праздником. Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров ПАО «Татнефть». Участники рассмотрели итоги исполнения бюджета «Татнефть» за 9 месяцев текущего года и утвердили бюджет на ноябрь этого года. На заседании Совет директоров обсудил и одобрил реализацию компании в рамках глобального договора ООН целей устойчивого развития, хорошее здоровье и благополучие. Приоритетными направлениями работы в этой сфере являются развитие высокотехнологичной медицинской помощи для сотрудников компании и населения Юго-Востока Татарстана. Также прошло заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехим Инвест Холдинг», где были рассмотрены итоги работы нефтегазохимического комплекса Татарстана и представлен ряд проектов. Мероприятие прошло под председательством президента республики. В работе принял участие также и Алексей Песошин. В этот же день Рустам Минниханов провел встречу с руководителями малых нефтяных компаний Татарстана. Рустам Минниханов констатировал, что по итогам 9 месяцев текущего года в Татарстане добыча нефти снизилась почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республике добыто порядка 24,5 миллионов тонн нефти. Что касается малых нефтяных компаний, то за отчетный период ими отгружена продукция на сумму 82 миллиарда рублей. Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию Сахарова второй линии Казанского метро. Строительство первого участка второй линии метрополитена от станции Путчика до станции Сахарова началось в 2018 году. Сегодня ведутся основные работы – бетонирование конструкции и проходка 2 перегонных тоннелей. В пятницу состоялось первое заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня в республике. Провел заседание президент Рустам Минниханов. Он напомнил, что в рамках национального проекта «Наука» в стране на конкурсной основе создаются международные математические центры, центры геномных исследований, научные центры мирового уровня. Татарстан ставит задачу войти в 5 победителей конкурсного отбора на предоставление грантов для оказания господдержки НОЦ мирового уровня. 30 октября президент Рустам Минниханов посетил Казанский государственный аграрный университет. Одно из подразделений вуза, Институт механизации и технического сервиса, отметил 70-летний юбилей. За эти годы институт подготовил более 15 тысяч инженеров для агропромышленного комплекса. В настоящее время здесь обучается около 1500 студентов. Напомним, что Рустам Минниханов сам является выпускником аграрного университета. Принятие Хартии Земли запустило новый импульс в законотворческом процессе в сфере экологии и охраны окружающей среды. Об этом заявили на Республиканской научно-практической конференции общественно значимые инициативы в рамках реализации Хартии Земли. Практическую работу в этом направлении Татарстан начал одним из первых регионов в 2001 году. Рустам Минниханов принял участие в совещании с руководителями рабочих групп Госсовета России по ряду направлений. Провел совещание в режиме видеоконференции председатель правительства Михаил Мишустин. Обсуждались реализации единого плана достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Предложения, направленные на совершенствование системы здравоохранения, поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие транспортной инфраструктуры.
Президент Рустам Минниханов в субботу провел совещание в режиме видеоконференции, где обсудил вопросы эпидемиологической ситуации и мерах по предотвращению распространения коронавируса в Татарстане. Президент отметил, что повторного тотального карантина не предвидится, но это возможно только в случае соблюдения всех мер безопасности. Обстановка в республике в целом находится под контролем. В ночь на 30 октября произошло чрезвычайное происшествие в Кукмаре. Там ликвидировали злоумышленника, который напал на отдел полиции, бросив 2 бутылки с зажигательной смесью. Силовикам пришлось применить оружие. 16-летний подросток скончался на месте. На место происшествия прибыли глава МВД по республике Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Расследование уголовного дела взял на личный контроль президент Рустам Минниханов. Мы продолжаем программу «7 дней». Бытует такое мнение, что все эти эпидемии – это последствия бездарного и бесчеловечного отношения людей к своему родному дому. Это своеобразный ответ природы человеку. Все мы живем в погоне за материальной выгодой. И, оглядываясь назад, видим, какие следы, а точнее шрамы, на земле оставляет за собой венец природы – человек. Так называемое антропологическое воздействие повсюду. Наши города задыхаются от вредных выбросов, поля заполнены пестицидами и гербицидами, реки и озера засоряются промышленными отходами. Поэтому, наверное, человечество и решило создать особо охраняемые зоны, своеобразные оазисы с почти нетронутой природой, с девственными лесами, чистейшими озерами и редкими исчезающими видами животных. Такие места есть и в Татарстане. Мы видим сейчас природный заказник Кичкатан, что находится в Агрызском районе. Посмотрите на это предупреждение при въезде в заповедную зону. В заказнике запрещается въезжать на автотранспорте вне дорог общего пользования, выгуливать и пасти скот, устраивать туристические стоянки, вести промысловую и спортивную охоту. Действительно, в этой заповедной зоне наша съемочная группа не увидела ни одного нарушения из вышесказанного. Зато на территории уникального заказника работает большой завод по производству асфальта. Видимо, потому что нет запрещающего знака. Вы скажете, как такое может быть? Абсурд, да и только. Подробности в репортаже Эльзиры Юзаевой. Мы сейчас с вами находимся в удивительном месте. Это природный заказник Кичкатан в Агрызском районе. Ехать сюда из Казани, к примеру, действительно далеко. Это часов 5 пути. Но увидеть это место хоть раз в жизни действительно стоит. Сам заказник был открыт еще в 1997 году для того, чтобы сохранить природу в ее первозданной красоте. За прошедшие годы действительно многое что изменилось. И все это изменение и преображение можно увидеть даже невооруженным глазом. У поздней осени свое очарование. Кичкатан, что в переводе с татарского означает «вечерний рассвет», утопает в золотом наряде предзимнего осеннего дефиле. Это место, которое щедро дарила природа, во все времена поражало своей притягательной силой. Устье реки Иш с вкраплением зеленых островков, где до сих пор еще сохранились редкие виды растений и животных. Здесь обитают медведи, барсуки, бобры, ондаторы, норки, а птиц вообще не счесть. Свыше 700 особей на 1 квадратный километр. Потому этот природный заказник является особой, охраняемой государством зоной, о чем свидетельствуют вот эти многочисленные аншлаги по всему периметру заказника. Но похоже, что в Агрызском районе навыками осознанного чтения владеют не все. А вот где у вас здесь паспорт объекта? Вообще, что за объект это? Это вопросы не ко мне уже. Не к вам? Нет. Абсурд, да и только. В самом центре природного заказника, на территории примерно в несколько сот гектаров, расположился асфальтовый завод. Его существование настолько очевидно, что рабочий и, как мы понимаем, весьма прибыльное, учитывая специфику производства, хорошо просматривается уже с дороги вдоль заповедной зоны. Огромный облысевший участок, где не осталось ничего живого. Пройти на территорию завода не представляется возможным, однако присутствие здесь венца природы человека с его разрушающей энергетикой бесспорно. На парковке мы насчитали несколько десятков машин. Если в городе за парковку на зеленой зоне водителей наказывают штрафами, то в Агрызе автомобили оставляют на территории заповедника. Без запрета, без осуждения, без стыда. На въезде в промзону нет ни одного указателя, что за компания зарубилась в лесную чащу, какую территорию заняла неприятельская рать.
Да, слышал, что заказник открылся, но мы ее же приобрели еще до открытия заказника. А это сам директор строительной компании с таким многозначным названием «Брус». Как оказалось, никогда ни от кого не скрывался и законы, по его словам, не нарушал. Этот асфальтовый завод в Агрызе построили еще в советские времена, в середине 80-х годов прошлого столетия. Через 10 лет здесь откроют природный заказник Кишкетан. От завода тогда уже мало что осталось, только вот это устаревшее оборудование. В 1997 году, когда эту зону уже признали заповедной, компания «Брус» выкупила все оборудование завода, а вот получить право на пользование территорией под имуществом для них оказалось проблематичным. Но, несмотря на отсутствие права владения землей на территории заказника, асфальтовый завод все эти годы работал, не щадя ничего вокруг. Это понятно даже школьнику, хотя руководство завода уверено в обратном и пытается доказать на словах положительное воздействие промышленного объекта на окружающую среду. Там в летний период даже наши работники, бывает, купаются в воде. Если бы там было бы грязно, значит, вот какие-то загрязнения, если бы, значит, были, то, наверное, никто в воду не пошел. По словам директора предприятия, за все прошедшие годы их никто не журил за проступок и не пытался сорвать с насиженного места. Районное руководство, которое за эти годы сменилось раз 5, закрывало глаза на нарушение природного законодательства. Завод работает в чаще леса, не видно, не слышно, платит налоги, дает рабочие места, 40 тысяч тонн асфальта в год, плюс строительство и обслуживание дорог. «Брус» – единственное дорожное предприятие в Агрызе. Все эти его преимущества, похоже, что с лихвой покрывает его главный недостаток – то, что завод находится на территории природного комплекса. Компания ООО «Брус» является, то есть одним, как я отметил, одним из основных подрядчиков по выполнению дорожных работ. Это наше тяговое предприятие. У нового главы Агрызского района, который был назначен только в сентябре, на одной чаше весов оказалось наследие материальное и нематериальное. И местному руководству, оказывается, сложно склониться в одну из сторон. Перенос базы. Он связан с дополнительными расходами данной организации, там до 50 миллионов по подсчетам. Вот. Второй вариант, если же действительно в рамках действующего законодательства будет доказано, что подрядная организация не имеет никакого там принципиального нарушения, и что база была создана законно до введения статуса заказника, то может быть некий иной вариант. Но мы бы хотели, конечно, узаконить эту территорию. Вот. Ну, значит, юристы занимаются наши. Вот. Будем, значит, там где-то в судебном порядке будем пытаться узаконить. Пока суд до дела, компания «Брус» ищет лазейки в законодательстве, которые помогут сохранить производство на территории заповедной зоны. Защитить от произвола бизнеса Кишкетан, похоже, что некому. Точку в этом сложном деле, казалось бы, мог бы поставить Государственный комитет по биологическим ресурсам, в чье видение как раз и входят вопросы сохранения особо охраняемых природных территорий. Письмо о принятии соответствующих мер направлено в исполнительный комитет Агрызского муниципального района. В связи с тем, что согласно со статьей 222 Гражданского кодекса органы местного самоуправления принимают решение о сносе самовольных построек или приведении их в соответствие с установленными требованиями. Вот так чиновники из Казани переложили всю ответственность за происходящим на районные власти, предшественники которой, как известно, об этой проблеме умалчивали 20 лет, а после того, как она вылилась в свет, преемники этой самой районной власти не имеют своей четкой позиции. Вот заказники и заповедники – это не только у нас в республике и не только в Российской Федерации, а во всем мире. Они устраиваются не так, что взяли карту, ткнули сюда пальцем, все, здесь и будет заповедник. А есть там флора, я и говорю, и фауна, которая в других местах ее чисто нету. Пересадить эти растения не получится. Перенести норки тех животных, грызунов или птичьи гнезда тоже не получится. Они живут там. То, конечно, соответственно, что надо убирать. Защитники же природы настроены довести это дело до конца. Уже отправили обращение и в Следственный комитет, и в природоохранную прокуратуру. Им непонятно такое пассивное отношение и районной администрации, и контролирующих органов. Но надежда, как говорится, умирает последней.
Я думаю, что и судебные органы, и Следственный комитет, и чиновники все-таки встанут на нашу сторону, потому что они сами и создали этот заказник, а суд не может не встать, потому что все-таки все законные основания, чтобы там не было какого-то промышленного предприятия. Когда-то в Агрызе планировали создать туристический экологический маршрут по заповедным местам. Но эту идею так и не смогли воплотить в жизнь из-за противоречий с законом об особо охраняемых природных территориях. Туристическая инфраструктура якобы может причинить вред природному комплексу, а промышленное предприятие, значит, не нарушает экологический баланс. Только вот в законе-то об асфальтовом заводе ничего не сказано. А навыками осознанного чтения владеют у нас все. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Такого абсурда в нашей жизни предостаточно. Вот, например, власти Казани хотели решить проблему нехватки парковок в городе. Прекрасно. Появились таблички, паркоматы. Все как у цивилизованных городов. Добропорядочным гражданам стало легче? Да нет. Как в том анекдоте про царство зверей. Проблема осталась, только бюрократии стало больше. Парковочные места в Казани заняты наглыми водителями, которые просто снимают номера и оставляют машину в центре города на целый день. Бесплатно. Добропорядочному гражданину машину поставить негде. Вот улица Мусы-Джалиля, которая находится на границе с Баумана. Самое сердце города. Платная парковка. Легче посчитать, сколько на ней автомобилей, которые стоят в открытую. А вот стоянка напротив кабинета министров республики. Здесь неизвестных чуть меньше, но тоже через одного. Всему виной лазейка в правилах. По закону транспортные средства без государственных знаков с парковочных мест эвакуировать нельзя. А вот вариантов, как отучить автомобилистов от вредной привычки, почти нет. Этот год ознаменовался для города 5-летием платного центра. Сегодня в Казани 134 участка дорог отведены под платную парковку. Это больше 4000 мест. Каковы итоги этого юбилея? Диляра Юсупова продолжит. Нет, вас не подводит зрение. Это не вы не видите номера, их нет по-настоящему. И все эти невидимки в пределах одного участка в 10 метров. Справа парковка запрещена. Вот он знак. Видимо, невидимый. Автомобили выстроены в ряд. Ну а что делать, если на разрешенной парковке, та, что слева, уже занята теми, кому плевать на всех? А почему у вас номера закрыты? Просто? Это уже улица Толстого. Водитель скрылся от нас, потому что скрыл номера автомобиля. При этом непонятно для чего. Машину он припарковал не на стоянке, а на тротуаре. Но номера все же снял. Вероятно, по привычке. В основном где-то институты, университеты, да, там могут еще стоять эти. Студенты, у них денег нет. Мы подходим к машине, регистрируем на планшет номер, который открытый, чистый. Через 15 минут проходим еще раз, опять это фоткаем. Потом это идет в базу данных. Это те самые люди, которые фиксируют нарушения. Они намеренно скрывают лицо от камеры. Водители зачастую ведут себя неадекватно, могут и наброситься с кулаками. Не все знают, что проверяющие – сотрудники администрации города. Они имеют право фотографировать ваш автомобиль. Они имеют право снять наклейку с вашего номера. Многие знают и это, но немногих это останавливает. Настоящая битва за место на стоянке разворачивается в зоне бесплатных парковок. Таких в центре города немного, но они есть. Одна из таких по улице Большая Красная. Заехать на территорию – аттракцион с препятствиями. Выехать – уже отдельный марафон. Как это выглядит? Просто хаотично брошенные машины. Кто-то стоит на тротуаре, кто-то на зеленой зоне. Некоторые ставят машину так, что остается там по 2-3 сантиметра по бокам и, сами понимаете. Можно удариться, ДТП, приезжают, забирают эвакуаторы, а людям что делать? То есть они ставят на тротуары, они ставят между вот этим вот деревом, вы можете потом это заснять, и забором, там остается, не знаю сколько он. Главное, чтобы поставить и уйти. Если нет места, то я просто стою, пропускаю пару, половину пары, 2 пары. Пока мы берем интервью у водителя, в окне появляется разъяренный мужчина, который устал от шума, загазованности и всех малоимущих.
Очень удобное приложение. Да, я знаю. Называется «Народный инспектор». Вот мы сюда все время отправляем всех, кто стоит на тротуарах. Я не понимаю, как людям совесть позволяет парковать машины вот таким образом. То есть небольшой автомобиль, а занимает 2 парковочных места. Перед ним сколько места осталось, и за ним сколько места. То есть сдвинь вот на 1,5 метра вперед машину, и за ней освободилось бы еще одно парковочное место. Причем они еще очень агрессивная молодежь, им говоришь, например, пожалуйста, не ставьте машину. Они в ответ начинают хамить, говорить, да что, кому мы тут мешаем, проехать же можно, но эти люди не понимают, что здесь не только ездят, здесь еще и ходят пешком. То есть вот это вот парковая зона, да, и вот эта бордовая гранта, например, она просто перегородила проход в парк. Если люди будут уважать друг друга, будут вставать компактнее, будут понимать, что место в центре ограничено. И тогда здесь будет больше парковочных мест, и всем будет удобнее. Еще один бесплатный муравейник за известным рестораном фастфуда. Мы сами попытались заехать на территорию и тут же пожалели об этом. Общежитие из машин в 1,5 квадратных метра. Целый цирковой трюк развернуться обратно. Здесь паркуются те, кто не снимает номера, но те, кто не желает платить дополнительно. Мол, платить за парковку все равно, что платить за воздух. Со стороны властей, считают автомобилисты, это просто захват территории. То, что было общедоступным всегда, в чьих теперь руках? 50 рублей. Откуда цена и за что? За разметку и место без охранника? Тариф должен быть чуть выше того, который в многоуровневых паркингах, и тариф должен быть сдерживающим, чтобы мне было некомфортно стоять целый день на уличной дорожной сети. Основная цель – это не предоставление услуги по предоставлению парковочного места. Мы не предоставляем такую услугу. Это мероприятие по организации дорожного движения. За что я плачу? Ты не платишь за услугу, это не за асфальт. Вы не услугу оплачиваете, вы оплачиваете с тем, чтобы вы здесь не стояли. Что получается? Парковка не парковка вовсе. Это территория, где просто нельзя стоять. Но если заплатить, можно. Проекту платного центра уже 5 лет. Его цель – сделать центр удобным не для автомобилистов, а для пешеходов и разгрузить город от пробок. Город, который задыхается. И сначала это действительно работало, но потом что-то пошло не так. В конце 2017 года это носило единичный характер, то в 2018 году это вот постепенно начало обретать такие вот массовые масштабы, такой массовый характер иметь, какой мы вот сейчас вот имеем. На ряде участков, вот Театральной, Площадь Свободы, там до 60-70% номерных знаков это сняты. Очень грубый подсчет, это около 100 миллионов в год где-то недополучаем. Пробел в законе, езда без номеров – нарушение, а вот стоянка на платной парковке – получается ловкость рук и никакого мошенничества. Эвакуировать такую машину нельзя, нет оснований. Специальные магнитные рамки на бампер – сегодня целый бизнес. Номера снимаются и устанавливаются обратно легким движением руки. Эксперты считают, что дело не в деньгах, а в сознании людей. Водители просто обижены. Власть начала с того, что начала врать людям. Поставили знаки, что запрет стоянки, остановки и так далее. То есть и нещадно, конечно, и штрафовали, и увозили. Вот. А потом вдруг это стало платным, поменяли знаки чуть ли не в один момент. Вот. И получилось, что вот если бесплатно стоит, то это мешает. А если платно стоит, то это не мешает. Вот. И, соответственно, пошло противодействие. Вместо того, чтобы вот людям нормально объяснить, ребят, вот вы раз купили машину, вы должны все-таки подумать, где машину поставить, где парковать. Безнаказанность доходит до абсурда. В своеобразный отдельный класс входят не только владельцы малолитражек. Например, парковка напротив кабинета министров. Дорогая иномарка на месте для инвалидов. Специального знака на стекле нет, номеров тоже. Кстати, бывает, что снять номер – дохлый номер. Отсутствие номеров еще не означает отсутствие штрафа. Пробить автомобиль сегодня можно не только по номеру, но и по ВИН-коду, который располагается под лобовым стеклом, как, например, это сделано вот здесь. Обратите внимание, что водитель оказался очень находчивым и не только снял номера, но и скрыл ВИН-код. К сожалению, привлечь к ответственности такого водителя уже не представляется возможным, ибо ВИН-код прикрывается изнутри салона. С проблемой можно справиться законодательно. Администрация города предложила 2 пути.
Первый по примеру Москвы. Там машины эвакуируют по решению антитеррористической комиссии города. Однако МВД республики против таких мер в Татарстане. Это противоречит ПДД. Еще один способ внести поправки в сами дорожные правила. Исполком уже подготовил проект для рассмотрения его в Госдуме. Пока же все остается как есть. Самые честные кружат по району в поисках свободных мест, пока их занимают самые хитрые. Голодаем и скитаемся. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. А завершить программу мне хочется на волшебной ноте, рассказом об удивительной фее Регине. Так называют одного из самых известных в Казани волонтеров. Она и до пандемии, и во время, да точнее всегда, на передовой помощи людям. Хотя, казалось бы, помощь нужна ей самой. Регина Иванова. Вот она. Ее сложно увидеть даже за этими продуктовыми тележками. Эта девушка ростом как 5-летний ребенок. И эта маленькая фея ростом в метр в своем желании помочь нуждающимся и сделать мир добрее намного выше, чем большинство из нас. О чем мечтают феи, узнавала Татьяна Тимошенко. И скажите, что феи не летают. Феи еще как летают. Прыгнуть с парашютом с высоты в 4000 метров, завоевать корону в конкурсе красоты «Жемчужины Татарстана», стать руководителем благотворительного отдела и общественным помощником министра труда и занятости, кажется, для этой девушки нет ничего невозможного. Я считаю себя проводником добра в этом мире. Я получаю помощь от добрых людей и передаю ее нуждающимся людям. Чтобы развести помощь по улицам города, только за этот день Регина проедет 100 километров. В ее личном списке более 200 телефонных номеров и адресов не только в Казани, но и в районах Татарстана. Каждый день ей звонят с просьбой включить в группу. О волонтере под ником «Фея Регина» узнают из соцсетей и по сарафанному радио. А сейчас вот с осенью начался рост, спрос. Я хотела показать, что у меня в сумочке всегда с собой. Так, смотри, сейчас у нас все-таки такое нелегкое время, да? У меня всегда с собой есть градусник, ротовой. Я всегда проверяю температуру, если у меня есть, я не езжу в эти дни. У меня достаточно такая хорошая всегда, 36,4, не дотягиваю. Корочка общественного помощника министра труда, зарядка, ключи и телефон. Я говорю, вот мое рабочее место. Конечно, ей тоже помогают. На каждый такой выезд волонтер сама ищет автоволонтеров, тех, кто подвезет и поможет поднять пакеты. В них набор продуктов и бытовая химия. Покупка идет на деньги благотворителей, и эту помощь одинокие мамы детей с ограниченными возможностями и, как правило, не работающие, очень ждут. Вот вам подарочки. Детка. Детка у меня сладкая. Попьете с чаем. У Регины 2 высших образования – эколога и психолога. Поддержка и вдохновение одиноких мам – еще одна из задач. У вас насколько этого заряда хватает? На какое время? Долго. Очень позитивный. Очень нам она нравится. Очень мы ее любим. Благотворительностью она занимается вот уже 10 лет, так что со многими своими подопечными знакома давно. Привозит не только продукты, но и организует экскурсии и походы в театры. Кто выше, скажи? Выше. Кто? Молодец, ты уж вообще молчу. Дети ждут ее как сказочную фею, и эту сказку Регине, в свою очередь, придумала ее мама. С детьми намного проще, детям можно просто объяснить, а взрослый уже не поймет. И говорит, рассказывай сказку, что у тебя прадедушка был маленьким гномом, что он выковыривал алмазы, что он дружил с Белоснежкой, и у ребенка там глаза вот такие на меня. И потом уже совершенно другие вопросы появляются. Получается, спрашивает, а остались ли у меня эти алмазы? А есть ли фотография деда с Белоснежкой? Совпадение на грани чудес. В жизни Регины почти обыденное дело. Практически все желания для других исполняются тут же. Кто-то просит найти коляску для ребенка-инвалида, и в тот же вечер звонят «заберите, освободилась». Кому-то необходимо выкупить лекарства, и тот же благотворители жертвуют точную, вплоть до рубля сумму. Просьбы поступают и из других регионов. Одной семье помогли в Дагестане.
Регина связалась с дагестанским муфтиятом. Вот. И, соответственно, тем самым она как-то все равно им помогла. Она магнит, что она все равно притягивает к себе именно нуждающихся в ней. Я дарю любовь детям, понимаете? Мне спрашивают, что для тебя есть любовь? Но я помогаю детям, я вижу вот эту радость в этой жизни. Я немножечко иначе, может быть, ее воспринимаю, но для меня это полное счастье. Я счастливый человек. По мне не видно, по мне видно, что я счастливый. Я благодарю всегда Всевышнего, что он создал меня такую крутую. Объединить таких же, как она, одно из мечтаний феи Регины. Ей уже удалось организовать съезд маленьких людей в Казани из регионов Поволжья. На следующий год задача разработать и воплотить проект уже с тренингами поддержки. Сейчас я ищу маленьких людей для своего сообщества в Татарстане, чтобы мы как-то объединялись и встречались. Волонтерское движение в республике сейчас объединяет около 60 тысяч людей. И тех, кто непосредственно развозит помощь, и тех, кто остается за кадром. Эту самую помощь финансирует и организует. Волонтер фея Регина, маленькая девушка с большим сердцем, точно знает, что всегда будут те, кто ждет помощь как чудо. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барагазгада и изгы теляклер. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Морозы не спешат в наши края, что, безусловно, радует. Какой будет погода в первую неделю ноября, узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана в начале недели без осадков. Солнце хоть и редко, но будет проглядывать из-за туч. В четверг пасмурный циклон принесет дожди и понижение температуры. На выходных местами пройдет мокрый снег. Для жителей северо-востока Татарстана следующей неделя будет довольно теплой. Днем около 5 градусов с плюсом. Вторая половина недели будет дождливой, и температура понизится. В центральных районах в первой половине недели осадки не ожидаются. Ноябрь порадует теплом до плюс 7. Но к выходным ожидается понижение температуры и осадки. Первые заморозки, порывы холодного ветра и листва, опавшие с деревьев, все говорит о том, что скоро наступит зима. Но осень по-прежнему дарит тепло. И на юго-западе Татарстана в начале недели до 8 градусов выше нуля. Будет ясно и без осадков. В пятницу пройдут дожди, температура начнет понижаться. В субботу и воскресенье местами пройдет мокрый снег. На северо-западе и в Казани переменная облачность. В понедельник и во вторник без осадков. На термометрах умеренный плюс. В четверг будет пасмурно, и к пятнице пройдут дожди. Выходные также будут пасмурными и дождливыми. Для поздней осени характерно ненастье, но это не повод для плохого настроения и грусти. Главное, берегите свое здоровье. До свидания.